Вича Уланет, Дона Войтер. Здравствуйте, дорогие друзья! Национальная детская библиотека Республики Коми имени Самуила Маршака представляет онлайн-презентацию книги «Предпутье 2. Туй Воч». Это издание – коллективная повесть, над созданием которой трудилось 58 писателей, художников и переводчиков, а помогали им в этом 29 кураторов, экспертов и редакторов. Идейным вдохновителем и главным редактором книги выступила московский журналист, историк, писатель, создатель проекта «Хронотоп» Людмила Прошак. Под одной обложкой собрано 55 рассказов юных авторов из Ударского, Усть-Кулумского, Усть-Цилимского, Ижемского и Ухтинского районов. Все истории пропущены через огромный пласт исследовательской работы, связанный с нашей республикой Коми от времен Стефана Пермского до начала 21 века. Каждое повествование рассказывается от первого лица и удивительным образом переплетается с другими историями. Благодаря организационной и финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми с этой книгой смогут познакомиться читатели муниципальных библиотек. Слово для приветствия предоставляется министру национальной политики Республики Коми Роману Вениаминовичу Носкову. Добрый день, Людмила Николаевна, Йошкам читайте, все, наверное, и уже с Министерства национальной политики, med Оксанаташем книга сведения. Бурлун Дона Йоркияс, Бурлун Ныткаяс, Дазонкаяс. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего нашего интересного и уникального события, презентации вот в таком виде. Я лично первый раз на такой презентации присутствую. И с удовольствием всех сегодняшней презентации поздравляю. Символично, что наше мероприятие сегодня проходит в преддверии Международного дня родных языков. Мы будем с вами отмечать его 21 февраля. А в 2022 году в нашей республике еще одно очень значимое, большое, уникальное событие будет. Это 650-летие Коми письменности, становление которой связано с миссионерской деятельностью Стефана Пермского. О жизненном пути создателя Коми азбуки Анбор занимательно повествуется на страницах книги. Создание этой исторической, без преувеличения, книги стало возможно благодаря в том числе юным писателям Кослана, Глотова, Благоева, Чима, Усть-Кулома, Поржигина, Уссыльмы, Яриги, Ижмы, Бакура и Москвы. Ну и, конечно, с глубокой благодарностью мы хотим отметить труд, большой труд, как уже Людмила Николаевна сказала, идейного вдохновителя, руководителя проекта «Прошак» Людмилы Валерьевны. Мы от нашего министерства хотели бы продемонстрировать и вручить ей почетную грамоту за большой вклад при общении молодежи к историческому наследию Республики Коми и литературному творчеству. С большим удовольствием мы при встрече Людмиле Валерьевне его вручим. Дона челядь, пыдди пуктановелы дышьяс, пияными янкиин, зев донатор. Небогыш, не тут малам ваш, как шаолом вылым юлыш. Ян герой ясно, от салон навощенными ян пыль прочлыш, колам ноксы. Олым влас видит влас ясы. Эскамытая небогыс, аз дораскыс кастом езыс. Колана анлуас история да литература велы дышьясы. Асму туялыш ясы. Тому ловны, чья воджат уявны, чужанму, насыммадны, вижан, щам. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю всех с рождением замечательной книги. Дорогие наши юные авторы, уважаемые наставники, я желаю вам процветания, вдохновения, успехов. Пусть всегда будут в голове новые идеи. А Министерство национальной политики с удовольствием будет вам помогать. Спасибо. Мы поздравляем Людмилу Валерьевну с заслуженной наградой и передаем ей слово. Предпутье.
О чем это? О том, что история – это не лего из событий и дат. История – это люди с их поступками, мыслями, чувствами. Еще о том, что язык – это неповторимый мир людей, объединенных общей историей. Больше языков – больше истории. Еще предпутие о том, что принимать историю такой, какая она есть, это и значит любить Родину. О том, что понимать языки своей Родины, это опять-таки любить свою Родину. Предпутие еще и о том, что написать обо всем этом книгу под силу детям. Талантливым, мудрым и честным. И еще о том, что рядом с ними замечательные взрослые. Мамы, папы, дедушки, бабушки, учителя в сельских школах, в шахтерском поселке, воспитатели в детском доме, библиотекари, музейщики, краеведы, мир увлеченных и бескорыстных людей. Предпутие мы делали все вместе, на равных. И читать всем вам и каждому из вас персонально. Спасибо. Книга выпущена на 2 языках. О важности родного языка на страницах книги написано немало. Приведу слова поэта, прозаика, члена Союза писателей России Галины Васильевны Бутыревой. Современные поэты и прозаики прежде всего черпают вдохновение и силы в материнском языке, в родниках народной речи. Без этого не выжить ни языку, ни народу. Согласны с этим мнением и авторы рассказов, и их кураторы, которые, погрузившись в творческую работу, создали историю путешествий во времени. Передаем им слово. Ю букун суалыс, некамын пу керкан Даниил Джутвичко. Кönönök мысута керкаыс, Юра воз медвежья юа. О, Анжелика, гордость Атизонка и стала спольсницы щеритосны. Велда шлонила щелядя свищалась, мытая замещанную, а нимтышный оспорь. Заводчись урок, на када зонка гушеника желесная мела дагижиталсны. Мен школа ауташем. Ставился там менем кажется тяжкодя. Велича не багас из волны. Тетрадь считалась веладыш, а ручка пути была дыра. Лебачгон. А пузан шорен суалась чернила доз. Веладыш макчулась будем дора, да веладыш гижный чкласяс. Человечане избежащие. А меня вот не гожи запны. Хотя стал школа за величи сумон 5 вела. Шеглен вела нёрним. Сышарти гожина съешуще. Гашка пук пузан да улаз. Кыжме вырвала, меча вырвала, ушаска пузан, сылась на мычилять, меча ёна радучесны силы. Кочура радоса вещи городлесны. Рытов будем удитны ворсны душ младыш и меуна торья велала. Ворсом сменом завьёна кажечись и опыта лову тыдмавна сылыш стал гуща торся. А челядь оти борща мот шилым не свела деснемена. Ворсом искущиеся Эздырно мы были эштемпыра смена юна шеншитис. Вермищись печала смугодся плешкас, да борт кочира, а тау ныртна смена плешкан ныман егас быдмы. Меша шилкудыс кыджи каштылла менам чой тая бощину уджа. Некоджи эгверма думащину, мой юлыш кутагешны, оти када вешик дугачины касен. Но отсашиш двек шурен. Медваш интернетен пыр шоните прошаккает. Коды веледыс моищани заводитна, тема скажечись и шилам шань борщи гежны. Геже асам ичертик мали грез да пожик шикт юлыш. Шерги Аринялис Анжелика. Менам Арлуда Нювка кода. Ола Униакада. Сия вишкала дас. Как ямаса немша конве деревня. Кона сия Ола некому лун.
Артмыс фантастический доисторический кишет. Male. Barajurun kutis perkana tää shirtis. Vešik tot vilavojus, miškolojen geografija urok duri mi vieledem Malekar, kodu lumvavsa Maldivu vilu. Teškot. Malekar indijski Saridžin и Малекрест ылы войвылы. Очнулась я, полагаю, через минуту. Вокруг было тихо. На траве возле меня валялись и сумка, и шкатулка. Я быстро подобрала их, огляделась, а сарая-то нет. Кругом какие-то устройства для стройки. Неподалеку стояла новенькая баржа. Не может быть. Неужели... Так вот, что это за шкатулка. Но тут мои размышления прервали чьи-то шаги. Мне Артемий Никита, Ижва районыш. Тедунат янтес асмойдон. Олян гожа мешочи бабы дорын, республикан думуса нелджит грезден. Орча керкан олисе том гозье. Кор сушидес из уров, ми ветлим сыки чери куйны. Мешхати на вугорен сушет тывьен. Отпырыш шотчан луна месикат муним ундя ювыла куйны чери. Асылангаты пукшис телевизор пыр виджедны Ижва районын муныш луд гажарчам. Мелуе тачам ломтарлы аддишешен. Локтем водоры, сущат шибитись отчи два стусы, мады шибитись, не на мабу, а медвари шибитись и кыски с вашей стылся, а сытын заводжит гар чери шанга. Зонка мадыстин, кысканы чериса кыди, кынью малысь, лошадь черниту морд голос. Лэджмене зонка, имея даву простой чери, а ижва юшки мастичиш чери, метачек пульмну, Понда чури, леджанка чужан ваясы, метент куим полос косим загулимада, но самон мет косим я лавину уна полос немыш. Здравствуйте, меня зовут Мичинова Диана, я из села Ижма, и сегодня я прочитаю вам свою сказку с утра до утра. Ночь. Горит свеча в темной комнате. Этот дедушка мой все еще не спит. Высокий, тощий, сидит, наклонившись над письменным столом, и что-то пишет, не отрывая пера от бумаги и чернил. А я приехала к нему в город в гости, и мне тоже не спится на новом месте. Спрашиваю него, о чем он так пишет. Знаешь, вчера днем я попал в незабываемую деревню, и ты не поверишь как. Решил пойти на прогулку, и, конечно, посмотрел на себя в зеркало. У меня такая привычка с детства смотреть в зеркало перед тем, как начать одеваться. Но не об этом. Подхожу я к самому зеркалу и вижу на нем какое-то пятно. А ты видишь? Протри его. Я начинаю протирать, как дедушка и велел, а пятно становится все больше и больше. Я пригляделась, прислушалась, что-то звонкий смех. Мне стало интересно, хочу подойти поближе, спотыкаюсь и падаю. Пока я падала в какую-то большую дыру, все так же слышал смех и безудержное веселье. Наконец открыла глаза и вижу, что вокруг нас с дедом столкнулся топлын лошадей. Одна из них, нагнув голову, тихонько прихватывает губами мою щеку, пока я лежала на траве. Затем ко мне подбежали дети разного возраста, в непонятных одеждах, и распугали лошадей. Как потом мне объяснили, это на детях были летние малицы. «Здравствуйте», немного придя в себя, говорю. «Здравствуй», сказали детишки в один голос. Одни стояли и смеялись, другие начали ходить вокруг меня. Какая-то девочка спросила меня: «Кот ты?» Я не знала, что ей сказать, и не понимала, о чем меня спрашивают. А дед шутливо произнес: «Кыш отсюда». Дети даже не вздрогнули, а побежали с криками и смехом в сторону деревни. Пошли мы следом. Перед нами деревушка, а в ней люди гуляют, улыбаются, играют, разговаривают друг с другом. Бойкая торговля идет на улице. Некоторые даже танцуют под песни, непонятные, но очень душевные и мелодичные. А что же было дальше, вы узнаете сами. Бурлун, тал мені мадам, сиваслы спаласлу на небак. Та небак сагижисна уна вела чешмиян республикаш, да налоцалисна уна вела дыш. Остался утотис, да гижно отцалис, да юза дистая небакса,
Людмила Валерівна прошак да сили очудаття. Ми ударан вопомон, а чим кожна літеє небак с гіжи щесли, том гіжи щесли, да чим аджили, в чому наявили не шудраш, в чому наливали довод людини, аще нас ним овнеса, аще нас вічнеса, аджина небагаш, да аще нас щерпас яснеса. Печайта тело, налози вджит подула, воджола мас. Людмила Валерівна юзада буль проект Коймадас. Коймад книга косів гіжну отволищ. Гіжей, пирачей, отовчей. Ме гагарлы, мой воши, веттадлы, напеты выр киркалай. Пыри да аджи, мы сэн уже кушал камор. Керкая пыриган, ёна крапки оджесы, носы и саднус, покшис и юалны. Куты что морд, воин, кычамуна. Ми выляникыш чёрная, воим тыдмащи. Сые вишташис Штепан. Сэша блазгис менум ытлайн пажнайтны. Штепан вольсалыс шымыс кодь пузандора. И кышка лоис бычама чодян юан. Ме ёна чуйму. Чайтлы мы тачам торгис самым мойдын облы. Шойган ме вишталы, сылы, мы воши вырын, да ег аджи горты туйса. Сыя шулыс, мы медом оцалас. Асылыс, пырытыш, вежераджик, ми воды мужна. Шон бипетагас, Штепан мена садьмадыс. Щетыс зарный туполь, да чекты смумный туполь борщалыс. Лебедева Елизавета, школа номер 15, поселок Ярига. Я не заметила, как наступила перемена. Ко мне подошли 3 девочки и буквально поволокли меня из класса. Мы зашли в дверь в конце коридора. Это был туалет. Начнем играть! Торжественно объявила одна из девочек. Во что тут играть? Так, вначале попрыгаю я и Соня, потом вы, сказала та же девочка. Натягивайте резинку. Мы надели ее на голень, а после поднимали выше, до тех пор, пока одна из девочек не сцепилась. После чего игра началась заново, но это была уже наша очередь. Я много раз сбивалась, удивляя их. Ты же спец! И снова вопросы, хорошо ли я себя чувствую. В итоге мы отправились обратно в класс, договорившись продолжить. Ребята вспоминали о своей работе с теплотой и воодушевлением. Как они работали над этой книгой, делились с нами переживаниями. Самым трудным было попасть во временные рамки и сделать рассказ максимально правдивым, делятся ребята. Самым трудным для меня было отбросить страхи того, что мои рассказы перестанут быть только моими личными. Особенно интересным для меня были вечера, проведенные с бабушкой за рассказами про ее жизнь. Я никогда не получала такого удовольствия, как прочитать свое законченное произведение. Мне не приходилось в принципе писать такой объемный текст, продумывая персонажей и сюжет самостоятельно. Оказалось, что даже мельчайшая деталь может играть большую роль. Самое интересное – это обсуждение сырого текста, когда мы вместе находили ошибки и несостыковки. До этого, к своему стыду, я сомневалась в значимости Яриги вообще. Оказалось, что и у маленьких городов бывает большая история. Так отзывались о своих переживаниях участники Яригской мастерской, наши дети-писатели. Здравствуйте, я Кристина Перевозчикова, школа номер 15, поселок Ярига. Уснуть с улыбкой на лице. Что может быть лучше? Я иду в школу. Это мой первый день. Проснувшись, я увидела, что на плечиках висело коричневое платье и белый фартук. Похоже, мама шила мне его для школы. Я залюбовалась обновкой, долго вертелась в ней перед зеркалом. Время уже поджимало, пришлось идти голодной. В вестибюле уже было немало детей и их родителей. Мы же первоклашки.
но моя мама была занята, поэтому я была одна, и мне было немного страшно. Здание школы было небольшое, двухэтажное, деревянное. После линейки нас повели на второй этаж. Мы прошли в класс и начали знакомиться. Но до меня очередь была еще огромная. Ожидая, я заметила одного мальчика. Он был очень тихим и стеснительным. Спустя некоторое время я узнала его имя – Саша. У него были черные волосы, неаккуратно заправленная в брюки рубашка, бледная кожа и грустное лицо с большими щенячьими глазами. Вот и подошла моя очередь. Я быстро встала и улыбнулась, что было сил. «Я Настя, мне 7 лет», – прошипела я, так как еще не умела выговаривать букву «С». Друзья, будущие читатели книги «Предпутье 2. Туй Вочь», вас ждет увлекательное путешествие по страницам истории. И авторы книги предлагают вам совершить его вместе или выбрать свой маршрут. Каким образом, спросите вы? Об этом вы узнаете, только приняв их приглашение. Главное при этом не угодить во временную ловушку. Сталбурса Дунай Войтер. До свидания.